and my Russian is very rusty, so I'm happy that Marina is gonna translate for me. Прежде всего, прошу прощения, у меня не очень хороший русский, не очень хороший украинский, поэтому я нуждаюсь в переводе. So first of all, a big thank you to the Hub Odessa and the social camp for having me. It's a great pleasure. Прежде всего, большое спасибо Одесскому хабу и конференции Social Camp Ukraine за то, что меня пригласили. Мне очень радостно здесь быть. So, my name is Matthias and I come from the Hub Vienna. And today I'm going to talk a bit about what is the Hub, what's the purpose, and what is really the impact that it can have and that it already had on some of our members. И сегодня я расскажу вам, что такое. Меня зовут Матиас, я из Хаба Вена, и сегодня я расскажу вам о том, что такое Хаб Вена и в чем смысл и в чем и каков результат того, что делает Хаб Вена и Хаб, собственно, Вена. For example, Katarina. Например, вот Катерина. Katarina studied for many years. She studied politics, business and law. Она много лет изучала политику, бизнес, юриспруденцию. But she didn't really know what to do afterwards as a career. Но при этом она не совсем знала, что дальше, чем дальше в своей жизни заниматься профессионально. So she joined the Hub, and she was really inspired by the people that she met, that showed that you can really have a meaningful career that has an impact. Поэтому она присоединилась к Хабу, и там она познакомилась с людьми, которые она действительно поняла, что можно делать профессионально, заниматься чем-то, что имеет значение и что позитивно влияет на общество. And being exposed to those people from different backgrounds, really inspired herself to start up something new. И общение с этими людьми с совершенно разным профессиональным прошлым ее вдохновило на то, чтобы начать что-то свое. So at the Hub, she found out that the youth in Austria, but really everywhere, has a problem with dealing with money. В Хабе она узнала, что молодые люди в Австрии, да и, собственно, во всем мире, имеют проблемы с тем, как они управляют финансами. So a lot of the youth is actually in high debt, and that actually always, not always, but often leads to poverty. Очень многие молодые люди очень сильно залезают в долги, и часто это приводит к удручающему финансовому положению, к бедности. So being at the Hub, she met Doris. Работая в Хабе, она познакомилась с Дорис. And Doris, she loves games. She's a game designer. Дорис любит игры, она является разработчиком игр. And together, they came up with the idea of creating a game that teaches young kids how to deal with money. И вместе они решили заняться таким проектом, разработать игру, которая будет учить молодежь, как управлять финансами. So, and now she needed access to support. И на следующем этапе им понадобилась какая-то поддержка. So she joined a program that we run at the Hub, the Investment Ready program, which gave her access to knowledge, resources and financing to start up her idea. И тогда мы присоединились к программе, которая действует у нас в Хабе. Эта программа называется Investment Ready Program. И в рамках этой программы они получили доступ к знаниям, к ресурсам и к финансированию своего проекта. And that is really a story that amplifies and that it tells a story of what the Hub can do. It can inspire, connect and enable people to realize ideas. И вот это вот реальная история того, что, собственно, происходит в Хабе, как работает Хаб. Это место, где можно получить вдохновение, где можно познакомиться, связаться, connect с нужными вам людьми, с которыми вы можете сделать что-то вместе. И это место, где можно получить возможность воплотить свой проект в жизнь. Вот то, что называется, идет под хэштегом enable. I think she added some elements here, but
I didn't do the direct translation, but I explained directly. Don't trust what she said. So that's really our purpose. So we create spaces that connect, inspire, and enable people to realize enterprising ideas. То есть суть хаба состоит в том, что люди, которые делают хаб, создают место, где можно получить вдохновение, познакомиться и получить поддержку своей идеи с тем, чтобы эта идея реализовалась в проекте, имеющем позитивное влияние на общество. Вот это вот то, как по-русски, short linguistic input. Вот, то, что я сейчас сказала, это то, как по-русски передается очень емкие английские слова, да, enterprising ideas for sustainable impact. Да, к сожалению, это так. У нас в русском языке на сегодняшний день нет емкой терминологии для передачи вот этих понятий. Could I get a translator? The idea is that we just don't have so short words that mean that much in Russian. I completely trust you. So today, Kati, with a team of 4 other people, is actually realizing her project, The Cure, the game that teaches young kids how to deal with money. На сегодняшний день девушка, с которой мы начали, Кати, в команде еще с 3 другими людьми, ведет проект, который называется Cure. Вот это самая игра, с помощью которой молодые люди учатся управлять финансами и правильно выстраивать свои денежные дела. So, welcome to the hub, but how did it really start? Вот сейчас вы видите слайд из хаба. Это реально, I'm explaining what it is actually. Это то, что реальная табличка, я не знаю, стекло, на котором написано Welcome to the Hub, добро пожаловать в хаб, в хабе Вена. И как, собственно говоря, начался хаб Вена? So there was a group of people in 2005 in London that asked themselves, everyone has ideas for making the world a better place, but where does one go to make them happen? В 2005 году в Лондоне жила-была группа людей, которые задумались над следующим. Что, в общем, многие из нас, каждый, имеет какие-то мысли и идеи относительно того, как сделать мир лучше. Но если у тебя есть эта идея, куда пойти с этой идеей, чтобы ее осуществить? So that is actually one of the most important elements of the hub. It's actually the space. И место, физическое место, это один из самых важных элементов хаба. Because we can observe the power of what can happen if people come together in a physical space and actually collaborate on their projects. Потому что мы не раз наблюдали силу того процесса, когда люди сходятся вместе физически в одном месте и вместе сотрудничают над каким-то проектом. So here you can actually see how the Hub Vienna came into being. We renovated it for around 4 months ourselves. На фотографиях видно, как, собственно, создавался хаб Вена, помещение. Мы вместе занимались ремонтом помещения 4 месяца. And this is what it looked afterwards. А это то, как хаб Вена выглядит после ремонта. But obviously an empty space is nothing really special, so you need to fill it with life and you need to fill it with people. Но мы понимаем, что физически просто такое место это еще ничего. Нам нужно заполнить это место людьми, нам нужно заполнить это место жизнью. That brings us to the second and I think most important element. It's the community. И второй очень важный элемент того, что составляет свой хаб, это сообщество. So what fascinates me about the hub is meeting people from all different kinds of sectors that are all united by one idea that they want to make a difference. И лично меня вдохновляет в идее хаба то, что совершенно разные люди приходят в хаб, объединенные общей идеей сделать мир лучше, сделать мир более правильным местом. So, for example, you meet the entrepreneurs like Martin, who is developing a device
that is making non-drinkable water drinkable. Например, вот кто работает в хабе? Например, Мартин – это человек-предприниматель, который занимается разработкой прибора для производства питьевой воды из непитьевой. Or you meet Werner, who is the head of a very big Austrian NGO, and he now is incorporating new ideas how to fight poverty. Или, например, Бена, который возглавляет одну крупную общественную организацию в Австрии, и они занимаются очень интересными, важными проектами по уничтожению бедности, то есть они борются с бедностью среди населения. Or you meet Nikolaus, who used to be a venture capitalist and is now investing in ideas that have a social impact. Или Николаус, которого некоторые из вас могли видеть еще в ноябре прошлого года на I'm spelling that Николаус came to our soft opening. Когда хаб только начинался, он в прошлой жизни был венчурным инвестором, а сейчас занимается инвестированием, разработал целую программу по инвестированию в социальные проекты. Инвестирование, impact investment и инвестирование в целях позитивных изменений. And you don't only have these people in Vienna or as of now being in Odessa, but you actually have them all around the world. И такие люди есть не только в Вене и не только в Одессе, такие люди есть по всему миру. So now you have a space, you fill them with people, and now what do you do with them? Ну вот, есть у вас место, есть люди, и что вы со всем этим делаете? So, an important part is obviously the interaction, from the day-to-day interaction at the coffee machine. Очень важный момент здесь это направление, как в смысле ежедневное направление от и к кофемашины, от кофемашины. Or during events just like this one. Либо в такие мероприятия, как сегодняшние. And recently we have started to start specific programs that help social ideas or impact-driven ideas to come into being and to be scaled. И поэтому мы пришли к тому, что нужно развивать программы, которые помогут воплощению социальных идей, то есть помогут проектам двигаться от идей к реальным практическим изменениям в обществе. So we are looking at ideas really from the intention to the idea creation up to really scaling them beyond the national borders. Эти программы помогают проектам развиться от намерения к идее и далее вырасти в стартапы и развиваться полноценно до стадии тиражирования. I think that's the real power of the Hub network. It's a global network. И реальная сила хаба состоит в том, что это глобальная сеть, глобальное сообщество. So you cannot, if you're a member of Hub Odessa or Hub Vienna, you cannot only use the space if you are in the other city. Если вы работаете в хабе, то есть являетесь тем, что в международной практике называется Hub Member, а у нас в Одессе называется Hub Resident, то есть если вы физически имеете один из резидентских пакетов и работаете в этом месте. But you can also collaborate with 7,000 other members. Это значит, что вы не только физически можете работать в данном конкретном хабе, но сотрудничать с любым из 7000 таких же, условно говоря, клиентов хабов по всему миру. So right now there is over 40 hubs worldwide and 20 in the making. В настоящее время в мире более 40 реально работающих хабов и около 20 тех, которые только сейчас создаются. And if you look at the network itself, it tries to be equally innovative in how we organize ourselves.
И если посмотреть на все сообщество в целом, нужно увидеть, насколько это инновационное сообщество и как оно организовано. So instead of having one headquarter or one owner or one investor who makes the decisions, в хабе нет какого-то одного отдельного владельца или инвестора или человека, который принимает все решения. it's 100% shared responsibility, shared governance, and shared decision making. Это на 100% общая ответственность, общее принятие решений и общее управление совместно. So the innovation of the hub network doesn't come from a center, but comes from the periphery. То есть, когда мы говорим об инновациях в глобальном сообществе хаб, это не централизованный процесс, то есть какие-то инновации, которые спускаются сверху вниз. Это процесс от периферии к центру. So all of these programs that you see here have been developed by local hubs. Те программы, логотипы, которые вы сейчас видите на экране, это те программы, которые были начаты в разных хабах местных. And they're then scaled through the network. А затем были растиражированы по всему сообществу, по всей сети. So for example, we in Vienna started the Social Impact Award for students 5 years ago. Например, в Вене 5 лет назад мы начали программу Social Impact Award для студентов. And now it's taking place in up to 7 countries next year, including our friends from Moscow and hopefully maybe soon Odessa. В следующем году эту программу начнут еще 7 хабов, включая наших друзей из московского хаба и, возможно, хаб Одесса тоже присоединится. Я не все about what is it, Social Impact Award? В чем суть программы Social Impact Award? So we in Vienna see that there is a big demand of students to have a meaningful career. В Вене мы понимаем, что многие студенты хотели бы заниматься чем-то действительно значимым в своей жизни. And the Social Impact Award provides them with workshops and events that help them to come up with their own idea and figure out how they can realize it. И в рамках этой программы мы предлагаем молодым людям, студентам различные воркшопы и мероприятия, на которых они могут выдвинуть свои идеи, а также понять, как эти идеи осуществить. At the end, the most promising ideas are awarded with some money and a stipend and access to the hub and its network. И для самых удачных идей существует призовой фонд, то есть в конце программы мы награждаем финалистов, собственно, финансированием и также доступом к сообществу хаб. So it's this global network that allows us soon to get even better and better at helping social ventures and ideas to scale. То есть это такая глобальная сеть, которая помогает идеям развиваться и становиться все лучше и лучше, и социальный бизнес, социальные предприятия могут и через посредством глобального сообщества иметь возможность тиражирования, то есть распространения за пределами своего сообщества. So for example, this is Etienne. He's a music teacher, he loves music, and he believes in the power of music for social change. Например, это один из хаб-мемберов, один из людей, который работает в хабе, Этьен, он музыкант, и он верит в то, что посредством музыки можно добиться каких-то позитивных социальных изменений. So through the hub, he had access to the global hub network, where he found out about a project called SuperRA. Поскольку он работает в хабе и у него есть доступ к внутренней интернет-сети хаба по всему миру, то он узнал о таком проекте, как SuperRA. So SuperRA uses youth orchestras and classical music to support children from underprivileged backgrounds. Суть проекта SuperRA в том, что оркестры и ансамбли используются для того, чтобы поддержать детей из бедных семей.
So he was very passionate about Super Ra, and through the hub, he got connected to Carlo, a member in Vienna, that implements Super Ra currently in Austria. И поскольку вот эта суперар, он был, эта идея суперар ему очень нравилась, очень вдохновляла, через хаб он познакомился с Карл, которая помогает ему воплотить этот проект в Австрии. So it was that phone call and the social capital of the hub that actually allowed him to apply for the hub fellowship in Zurich. То есть благодаря то есть благодаря социальному капиталу хаба Этьен смог податься на, опять-таки, еще одну программу хаба Зюрих, которая называется Hub Fellowship. The Hub Fellowship in Zurich allowed him to pay his expenses for 1 year and get continuous supporting to realize Super Ra. И благодаря участию в этой программе он смог получить финансирование для своего проекта Super на 1 год. And so now he actually successfully launched in August 2013 Super Ra in Switzerland. Таким образом, в августе 2013 года этот проект успешно запустился в Швейцарии. So we believe that impact cannot happen in isolation. It needs collective action. Мы считаем, что никакие позитивные изменения невозможны в изоляции. Необходимо коллективное действие. And we see exactly the power of people from all the diverse backgrounds coming together, be united by their idea that they want to make a difference and collaborate on bringing new ideas into reality. То есть ключевая идея хаба в том, что люди из очень разных социальных слоев, из очень разной истории собираются в одном месте и посредством коллективного действия они могут изменить мир к лучшему. And so it's really that commitment to impact that has us as a network decided to really put a strong focus on this. И поскольку позитивные изменения – это ключевой момент того, из чего существует хаб, and so this is why we decided as a network in the second half to actually focus on this and call ourselves Impact Hub. Поэтому буквально в последние недели хаб немножко, как глобальная сеть, изменил свое название на Impact Hub, то есть добавился вот этот вот первая часть Impact, которая, собственно, и значит позитивные изменения. So I invite all of you to really follow this movement and see what is happening globally. И я призываю вас всех стать частью этого движения и увидеть то, что происходит во всем мире под хэштегом Impact Hub. А происходит очень много всего во всех уголках мира. So I hope that I could give you an idea about what the hub is and the power that the hub can have for the members and the network. Я надеюсь, что у меня получилось дать вам некоторую идею о том, что такое хаб и каким образом, что хаб дает людям, которые участвуют в этом. Should we take questions? И, возможно, у вас есть какие-то вопросы. I have two questions. One, how do you fundraise funds to have those rewards for the best projects? And also, можно я переведу сначала вопросы для тех, кто не понимает по-английски? Окей. Вопрос первый. Каким образом, откуда взялись деньги на те программы, о которых говорилось, в частности Social Impact Award и так далее? And second question, do you have a system of measuring the impact? Because that's a sweet spot. Каким образом измеряется степень позитивных изменений? Потому что это всегда как бы слабый момент, вот, когда говорят о позитивных изменениях, как измерить значимость этих изменений? So it's actually, we can see that there is a lot of interest in supporting new ideas that change the world from the public, the private and the philanthropic sector.
Говоря о финансах, существует огромный интерес в поддержке таких идей и проектов со стороны общественного, частного сектора и благотворительных организаций. So there's different programs that are funded differently. Some give sponsorship, some get grants, and some is with equity investment. Иногда это спонсорская поддержка, иногда это гранты, иногда это инвестиции. And to the second question, we recently actually published our first impact report, where we are measuring how much we actually supporting our members according to the dimensions of inspiration, enablement, and connection. Мы недавно, что касается того, как измерить позитивные изменения, мы совсем недавно опубликовали наш отчет по позитивным изменениям, где мы опубликовали данные о том, как, собственно, мы поддерживаем наших хаберов, тех, кто работает в хабе, с точки зрения как вдохновения, связи и возможностей. So, as a final sentence from my side, in the network we have something that is called Hub Envy. Последнее замечание с моей стороны. У нас в сообществе есть такое понятие, как Что? Envy, окей. Я думаю, зависть, хабозависть. So it's whenever a new hub opens, as beautiful as this one is, so we get really envious. So it just stays for me to wish all the best to the Hub Odessa team and to all the future Hub members. And I'm looking forward to collaborate with you in the Hub network. Thank you very much. Ну, суть в том, что когда открывается новый хаб, то старые хабы смотрят на, допустим, новый красивый хаб, такой как наш, и возникает какое-то такое немножко ревнивое чувство, вот, поэтому Матиас выразил надежду на то, что студенты примут участие в новых классных, как сказал бы, славных и клевых проектах. So it's a small present. It's Austrian Mozart balls and Austrian schnapps. Okay, so guys, you go on with your conference.